Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Расскажем коротко о главных темах в сегодняшнем выпуске. Оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава проходит в Министерстве обороны. Сотрудники службы госбезопасности отмечают профессиональный праздник 33 года со дня основания. На площадке ООН представительница абхазской диаспоры Эльчина Адзенба коснулась острых и важных проблем, касающихся статуса Абхазии в международном сообществе. Оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава проходит в Минобороны 4 и 5 декабря. Мероприятие организовано в рамках начала нового учебного года, стартовавшего 1 декабря. В нем приняли участие вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба. Вице-президент поздравил военных от имени главнокомандующего Бадри Гунба, отметил сложную внешнеполитическую обстановку, которая требует эффективных действий по укреплению национальной безопасности. Приоритетом он назвал улучшение условий службы и быта военных, совершенствование системы обучения, укрепление учебно-материальной базы. Основная цель сборов – повышение уровня профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей. На сборе также обсудили задачи по улучшению вооруженных сил, внедрение современных подходов, вопросы безопасности, ключевые направления работы на предстоящий период. Товарищи офицеры! Товарищ вице-президент, участники сбора к занятиям готовы. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. 1 декабря в вооруженных силах нашей страны начался новый учебный год. Хочу от имени главнокомандующего вооруженными силами президента Бадры Гунба поздравить всех генералов, офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат с этим знаменательным событием. Достойное выполнение служебных задач при нанесении службы невозможно без высокой профессиональной подготовки, натренированности, понимания ответственности. Начало нового учебного года – это очередной этап повышения профессионального мастерства каждого военнослужащего. Совершенствование ваших умений и навыков. Ваши знания должны быть направлены на качественное выполнение служебных боевых задач, независимо от условий и обстановки. Хочу пожелать вам в этот период особого чувства патриотизма, мужественности, воинской дисциплины, верности присяге и успехов во владении воинскими знаниями. В этих целях необходимо укреплять и совершенствовать все компоненты системы национальной безопасности: государственную, военную, общественную, информационную, экономическую и другие не менее важные сферы безопасности. Особое внимание необходимо уделить военной безопасности. Важным фактором реализации этой задачи является системное развитие вооруженных сил, направленное на согласованное применение всех видов и родов войск при решении поставленных задач. Развитие вооруженных сил будет осуществляться и по другим направлениям. В приоритете улучшение жизни и быта военнослужащих, совершенствование форм обучения войск, развитие учебной материально-технической базы, целенаправленное и надежное тыловое и финансовое обеспечение. Главнокомандующим вооруженными силами Бадрой Гунба даны организационно-методические указания по подготовке вооруженных сил в 2026 учебном году. Руководство страны уверено, что все задачи, поставленные перед вами, будут успешно выполнены. Уважаемый Беслан Владимирович, уважаемые товарищи, традиционно с началом нового учебного года в вооруженных силах мы начинаем оперативно-мобилизационный сбор. Планом сбора предусмотрены занятия в течение 2 дней по учебным группам. Сегодня для всех групп лекционный курс занятий. Завтра, 5 декабря, для группы руководства страны, районов, силовых структур в 10 часов начало практических занятий на полигоне Цабал по изучению вооружения военной и специальной техники, состоящей на вооружении в вооруженных силах, с предоставлением возможности выполнить упражнения учебных стрельб из танков, боевых машин и других видов оружия.
Группа номер 2, командный состав соединений воинских частей в этом зале решает тактическую летучку. В проведении занятий принимают традиционно участие представители Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-майор Кравцов Веденей Вячеславович и подполковник Тимофеев Евгений Викторович. Отмечу, что Генеральным штабом Вооруженных сил России в укрепление обороноспособности Абхазии и развитие вооруженных сил вносится огромный вклад. Сотрудники службы госбезопасности отмечают профессиональный праздник – 33 года со дня основания. До начала торжественных мероприятий личный состав СГБ во главе с председателем Дмитрием Дбар возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. СГБ республики была создана 4 декабря 1992 года. На торжественном заседании присутствовали вице-президент Беслан Бигвава, руководители силовых ведомств, сотрудники органов госбезопасности, ветераны службы. Беслан Бигвава зачитал поздравительный адрес президента Абхазии. Приветственный адрес от руководства ФСБ России зачитал официальный представитель ФСБ России в Республике Абхазия Александр Соболь. В завершении мероприятия ряд сотрудников СГБ были удостоены очередных воинских званий, а также награждены грамотами и медалями за безупречную службу. СГБ занимает особое место в системе обеспечения безопасности республики. Вы честно и ответственно несете службу, защищаете государственные интересы, безопасных наших граждан и устойчивость конституционного строя, профессионально выполняя свой долг перед Родиной. Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые стояли у истоков службы и сегодня передают свой бесценный опыт и знания молодым сотрудникам. Укрепляя преемственность и высокие традиции органов государственной безопасности, желаю вам крепкого здоровья, выдержки, дальнейших успехов в службе и благополучия вашим семьям. Пусть ваша важная и ответственная работа всегда будет отмечена уважением и признательностью нашего народа. С праздником вас, президент Бадра Зурабович Гумба. Служба государственной безопасности не просто структура, а команда профессионалов, которые каждый день, рискуя своими жизнями, защищают мир и спокойствие граждан на протяжении уже 33 лет. За это время мы стали свидетелями значительных изменений в правоохранительной системе Абхазии, в том числе и в нашей службе. На сегодняшний день идет активная работа по увеличению заработных плат, пенсий, условий труда сотрудников СГБ, что напрямую сказывается на результатах проделываемой работы. От всей души поздравляю вас с праздником и разрешите зачитать приветственную телеграмму от имени директора Федеральной службы безопасности России. Уважаемый Дмитрий Сергеевич, от имени руководства Федеральной службы безопасности Российской Федерации поздравляю вас, всех сотрудников и ветеранов с Днем образования Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Сотрудников органов государственной безопасности неизменно отличают преданность Родине, высокий профессионализм, самоотдача и умение выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях. Уверен, что отношения конструктивного сотрудничества между нашими спецслужбами будут и впредь развиваться в интересах России и Абхазии. Желаю вам, Дмитрий Сергеевич, коллективу службы успехов в ответственной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия, долгих лет жизни ветеранам. С уважением, директор ФСБ России, генерал армии Бортников. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба от имени депутатов поздравил председателя службы госбезопасности Дмитрия Дбара и сотрудников СГБ с профессиональным праздником. Сегодня лучшие традиции предшественников продолжает нынешнее поколение сотрудников СГБ. Они противодействуют новым вызовам современности, терроризму, наркобизнесу и экономическим преступлениям, обеспечивают информационную безопасность и охрану государственной границы, говорится в поздравительном адресе.
Лаша Ашуба провел встречу с делегацией Федерации абхазских культурных центров в Турции во главе с ее новым руководителем Яуза Матрашба. Спикер парламента выразил уверенность, что под новым руководством Федерация будет и впредь укреплять связи между исторической родиной и диаспорой. В свою очередь Яуз Атрашба поблагодарил за теплый прием и выразил готовность консолидированно работать на благо абхазского народа, рассчитывая на продуктивное сотрудничество. Участники встречи обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики Абхазии, а также перспективы развития отношений между республикой и абхазской диаспорой в Турции. Министр иностранных дел Олег Барциц встретился с новым президентом Федерации абхазских культурных центров Яуза Матрашба. Глава МИД поздравил Атрашба с избранием на высокую и ответственную должность. Он отметил важность совместной работы, которую проводит Федерация абхазских культурных центров Турции и полномочное представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике. Сегодня динамичный период развития нашей страны, когда мы при поддержке нашего стратегического союзника Российской Федерации выстраиваем свой государственный проект. Для нас очень важно, чтобы наши братья, наши соотечественники во всем мире знали, какие процессы происходят в Абхазии и содействовали этим процессам, сказал министр. Атрашба поблагодарила Олега Барциц и выразил готовность продолжать работать над укреплением связи абхазов, живущих в Турции, с их исторической родиной. Наших соотечественников, проживающих в Турции, мы очень рады приветствовать вас сегодня в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия после выборов в Федерации абхазских дернеков. И хочу поздравить нашего уважаемого брата Явуза Атрашба с таким высоким званием и уверен, что он его также достойно дальше будет нести, как достойно стоял со своим народом во время Отечественной войны народа Абхазии. Мы и дальше будем принимать здесь наших соотечественников, и взрослых, и детей, и студентов. И это сотрудничество каждый день, каждый шаг мы будем ставить на новую большую высоту. Еще раз хочу поблагодарить всех. Большое спасибо, что вы сегодня здесь. Еще раз поздравляю уважаемого Явуза и табуб бзела фиабет. Аллахра бзены алит. Хаяйт ва яцакыз яза. Уйги хахтуб хуцуги амюги акуб. Урт яирги ибзены алын. Ялон хасугуяна гуйт. Халтке Hayt, hartke ibziyana avus yahtsari yahtakhub amta başa yemtsayt haybudurut subsad gulup bziz but süzçegi ipsad gil bzir but wa harachop ala ibziyana askha yahargılır dar ibziyana ipsana yaloyt İşik durup wanzagi şerihari haylaşajwan Траптулашинней, Сирияшин соз. Я ахсарна авуско дара зирачо, ехе ахсо, ешпа ахсо, еше ахсо зиги амя хара яхдруит ушта. Дара ечка вачкунтша, рыбсад гилбзиз бо, хаджин жуай траптула иқо, наски адуне ехабала гикун хо хававларын. Апснахын карза, хававларзаха, рыбсадгилах рыгижа, рыбсадгилах интерес измо, убры эвизука, проекту уже ушта халагит ацара, шересере хайчавихит, абриях зеги жала яным гилако, зеги ащущуха шачала, и нахагзой тагураганысо, избанагзыр, честный алырхыз. Делегация и федерация и хабыра дарызар учгунуб рыбсадгилах ацхарара атарызаха. Вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Роберт Кют принял делегацию соотечественников из Турции во главе с новым руководителем Федерации абхазских культурных центров Явузом Атрашба. В
В первую очередь Роберт Кют поздравил его Затрышпа с избранием руководителем Федерации абхазских культурных центров. Пожелал всей Федерации абхазских культурных центров успехов в их благородном деле. Избрание человека с глубоким пониманием абхазской культуры и традиции, безусловно, станет залогом успешной реализации поставленных перед Федерацией задач, отметил Кют. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления связей между Республикой Абхазия и абхазской диаспорой в Турции. Роберт Кют подчеркнул важность сохранения абхазской идентичности и языка среди соотечественников за рубежом и выразил готовность оказывать всяческую поддержку инициативам, направленным на укрепление культурных связей. Вице-премьер-министр внутренних дел также отметил, что правительство Абхазии уделяет приоритетное внимание вопросам репатриации соотечественников. Он подчеркнул, что возвращение абхазов на историческую родину является важной задачей, и государство готово предоставить необходимую помощь и всяческую поддержку репатриантам. Яву Затрышба выразил благодарность министру за теплый прием и отметил свою готовность работать на благо абхазского народа. Делегацию соотечественников из Турции приняли и в офисе «Единой Абхазии». Члены политсовета партии приветствовали гостей и поздравили однопартийца Яуза Атрышба с избранием на ответственную должность. Председатель партии Алхаз Барзаня подчеркнул стратегическую важность консолидации абхазов по всему миру вокруг идеи укрепления государственности и международного признания независимости Республики Абхазия. Особое внимание участники встречи уделили проектам для вовлечения и объединения молодежи. Главной задачей обозначено создание условий, при которых молодые специалисты, получающие образование за рубежом, будут стремиться вернуться на родину и реализовать здесь свой потенциал. На площадке ООН представительница абхазской диаспоры Эльчин Адзинба коснулась острых и важных проблем, касающихся статуса Абхазии в международном сообществе, в частности, непризнания республики. Выступление вызвало ожидаемую реакцию от Грузии, но на этом история не закончилась. Спустя несколько дней она потеряла доступ к соцсетям. О преследовании, которому подверглась наша соотечественница, в материале Гугуцы Варданя. После участия в конференции я вернулась в Турцию, и перед тем, как начать занятия в университете, я заметила, что не могу войти в свою электронную почту и аккаунты Google. Мой пароль был изменен. Я восстановила учетную запись с помощью номера телефона и распознавания лиц, но когда я вошла в систему, я увидела, что все мои сохраненные пароли были в открытом доступе. И все мои электронные письма, особенно те, которые касались ООН, были просто удалены. Мои папки Google Drive, содержащие мои академические работы и наборы данных по Абхазии, также были удалены. Это случилось сразу после выступления Эльчин Адзинба на площадке форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Наша соотечественница из диаспоры озвучила ряд ключевых проблем, касающихся прав граждан Абхазии и международной изоляции нашей страны, а также призвала ООН искать практические пути решения проблемы непризнания абхазских документов. Эльчин особо подчеркнула, что без соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией достижение устойчивого мира невозможно. Выступление абхазски было настолько мощным и эмоциональным, что вызвало ярость грузинской стороны. Я хотел бы ответить и сказать, что Абхазия — это часть Грузии, которая оккупирована Россией и не признана международным сообществом. После моего выступления на площадке ООН я пошла прогуляться на новогодний маркет. Перед тем, как вернуться в отель, я остановилась перед мостом. Пока я отдыхала, двое мужчин подошли ко мне и сказали, они плохо говорили на английском, а затем представились грузинской мафией. Когда я спросила у них, что им нужно, они ответили: следи за тем, что говоришь. На второй день форума на площадке ООН представители грузинской делегации сели напротив меня, чтобы оказать давление. Они были уверены, что я не осмелюсь говорить или упоминать Абхазию, но меня поддержали чудесные люди из делегаций других стран. Они сели рядом со мной, чтобы показать, они поддерживают меня и Абхазию. Затем один из представителей грузинской стороны пошел за мной и сказал, что хочет поговорить со мной лично. Я ушла. Преследовали до аэропорта. Слава Богу, я добралась домой.
Эльчин Адзинбан не первый раз говорит о проблемах Абхазии на площадке ООН. В своем выступлении в 2023 году она также поднимала вопросы признания документов, выдаваемых в Абхазии, и подписания договора о неприменении силы со стороны Грузии. И тогда на нее пытались оказывать давление. Но Эльчин идет вперед и, несмотря ни на что, будет отстаивать интересы Абхазии на международных площадках. Когда я должна была выступать в прошлый раз, в 2023 году, многие неравнодушные люди предостерегали меня. Представители Грузии могут прервать вас, попытаться остановить вашу речь или оказывать на вас давление различными способами. Но в этот раз, поехав на конференцию в одиночестве, я ощутила большую решимость и сказала себе, я буду звучать громко и четко. Я искренне верю, что абхазы должны быть представлены на всех международных платформах. У меня была возможность внести свой вклад, и я это сделала. В своем выступлении я сосредоточилась на нарушениях прав человека, с которыми сталкивается народ Абхазии. Непризнание документов, выданных в Республике Абхазия, создает серьезные нарушения прав человека. И, честно говоря, я все еще не могу понять, почему мировое сообщество отмалчивается по этому поводу. Это просто в голове не укладывается. И дополнительно отказ Грузии признавать абхазов как сторону конфликта. Позиция, основанная на политической самонадеянности, блокирует любую возможность достижения долгосрочного мира. На форуме было регламентировано выступление на 2 минуты. Я сделала все возможное, чтобы говорить ясно, но проблема нарушений прав человека не может уместиться в 2 минуты. То, что происходит, позор для 21 века. Я бы могла говорить об этом часами, но у меня было всего 2 минуты. И то, что произошло до, во время и после моей речи, а также реакция грузинской стороны, не вызывает никакого удивления. Хотя ООН учреждена как универсальная площадка для мирного диалога и поддержания международной безопасности, действия грузинской стороны кардинально противоречат этим принципам. Вместо конструктивного взаимодействия угрозы и преследования, что является прямым нарушением прав человека и основополагающих норм международного права. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. Дефицита топлива в Абхазии нет, заявили в Министерстве энергетики. Отсутствие нефтепродуктов на некоторых АЗС и, как следствие, очереди связаны с сбоями в поставках. Со вчерашнего дня начались процедуры перераспределения топлива. В ближайшее время планируется импортировать дополнительные партии нефтепродуктов. Хотел бы отметить, что пробки, которые формировались несколько дней тому назад на ряде автозаправочных станций, не являются следствием того, что в Республике Абхазия есть дефицит топливных ресурсов. Это связано с тем, что, к сожалению, у некоторых участников рынка закончились те ресурсы, которые они имели в запасе, и произошел сбой в поставках новых запасов со стороны их поставщиков. Но в целом в Республике Абхазия сформирован достаточный запас для того, чтобы удовлетворить спрос со стороны населения и других хозяйствующих субъектов. Также нами было принято решение о том, чтобы те организации, которые имеют ресурсы топливных запасов, распределили их между другими участниками отрасли, чтобы решить проблему скопления очередей у отдельных автозаправочных станциях. И сегодня мы видим, что такого большого скопления уже не наблюдается. Надеемся, что будут в ближайшее время урегулированы вопросы по поставках для отдельных участников топливного сегмента нашего. Работы и переговоры по этому вопросу ведутся достаточно на высоком уровне с абхазской стороны, с коллегами Российской Федерации. И надеемся, что такая ситуация по скоплению не повторится вновь. Именной кабинет первой абхазской летчицы Мери Авицба открыли в Петербурге. В мероприятии приняла участие делегация из Абхазии во главе с министрами культуры и просвещения. Учебный класс Павловской гимназии стал частью проекта «Герои нашей школы» благотворительного фонда имени Грачи Погосяна. Военная летчица Мери Авицба защищала небо Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Совершила более 470 боевых вылетов. Она сражалась на Северокавказе, 4-м украинском и 2-м белорусском фронтах. Ее портрет стал центральным объектом кабинета.
У нас очень большая совместная история. Как это приятно, когда ты испытываешь гордость за историю своего народа, за историю своей страны. Великий подвиг Советского Союза, советских солдат мы чтим и сегодня, и в наши дни. Такие исторически важные моменты забывать нельзя для того, чтобы формировать справедливое будущее наших стран. Это не только та страница, которая нас объединяет в нашей истории, но и та страница, которая нам даст возможность найти друзей на территории современной Абхазии. Это обычный учебный класс, кабинет математики, потому что, наверное, математика, она ближе всего к артиллерии. 3 декабря спектаклем «100 лет одиночества» при абсолютном аншлаге завершились гастроли Русдрама на сцене Малого театра России. Большой трехактный спектакль, сложные темы маркесовского романа, образный и эмоциональный стиль, 8 потрясающих актрис. Все это 100 лет одиночества. Одна из лучших постановок Русдрама. 4 декабря большие гастроли завершатся в театре на Страстном сразу 2 спектаклями. Зрители увидят постановку «Последний из ушедших» по Баграту Шинкуба и спектакль «Земляника» по произведению Джумы Ахуба. Администрация города Сухум продолжает работу по благоустройству столичных улиц. Сейчас работы ведутся на улице Воронова. Особое внимание уделяется состоянию зеленых насаждений. В этой связи начался комплекс мероприятий по удалению опасных деревьев и очистке столичных улиц. На их месте будут высажены новые деревья, которые уже заказаны. Кроме того, здесь планируют высадить несколько цветочных кустарников. В администрации напоминают, что удаление деревьев проводится только при наличии соответствующего разрешения от комиссии по благоустройству, в состав которой входят представители Госкомитета по экологии и Института экологии. Медиафутбол едет в Сухум. В пятницу на стадионе «Динамо» сборная ФНЛ встретится со сборной Медиалиги. Впервые в рамках подобных встреч матч будет сыгран по особым правилам, где по предварительному голосованию болельщиков одной из команд досталось преимущество в половину гола. Такое нововведение вряд ли оставит равнодушным как фанатов, так и самих футболистов. Играть надо будет только на победу, а значит, эмоций будет предостаточно. Одним футболом дело не ограничится. Болельщиков ждет интерактив с розыгрышем призов, танцами и музыкой. Игра состоится в 18 часов, а сами футболисты уже ждут вас на трибунах. Вход свободный. Но самое главное, хочется подарить радость болельщикам, показать красивый и искрометный футбол. И, говорю, порадовать. Надеюсь, что трибуны будут полные, соберутся. И так на Европу что-то похоже. Реально классный стадион. Честно, не ожидал такая, как арена, прям премьер-лига как будто. Дорогие болельщики, хотим вас всех пригласить завтра в 5 часов дня. Приходите, болейте. Надеюсь, мы вам покажем хороший и красивый футбол. Ожидания от матча самые необыкновенные. Я первый раз в таком участвую. Я думаю, должно получиться очень круто и необычно, и для местной публики. В Абхазии очень много людей следят за Медиалигой, и это показало как раз тот матч с Чертанова, который собрал большой ажиотаж для местной публики. Я думаю, что наш матч будет не исключением, и даже по ажиотажу будет намного интереснее. Дорогие болельщики, кто знает тут Розу, кто знает Медиалигу, кто не знает, кто связан с футболом, кто не связан с футболом, приходите все на матч в 17:00 на стадион, который, я думаю, вы все знаете, очень ждем. И самое главное, что для болельщиков разные будут активности, поэтому приходите, точно не пожалеете и кайфанете. Завтра в 18:00 будет матч наш сборной ФНЛ против медийной сборной МФЛ, соответственно, поэтому ждем вас на матче. Хотим услышать вашу поддержку, выбирайте любую из этих сборных, болейте, мы постараемся вас не подвести и порадовать хорошим футболом. В завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу 5 декабря в Абхазии ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов.
На этом информационный выпуск Амшекшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.